Дякую великий. Уважаемые белорусы и белоруски, единомышленники, друзья, коллеги, я переехала в Беларусь почти 27 лет назад, и для меня она стала настоящим домом. Я здесь пустила корни, родила 2 детей, которых воспитала как белорусских граждан. Сегодня мы оказались в эмиграции в результате чудовищной концентрации власти в руках одного человека. В 2020 году белорусское общество сказало Лукашенко: «Уходи». Но в ответ было развернуто насилие, массовые репрессии, соучастие в войне. В 2020 году был основан Координационный совет, первый представительный орган за 27 лет, который я там живу. Большая часть основного состава сейчас в тюрьме или в эмиграции. Так зачем нужен Координационный совет? Нам нужен Координационный совет для представления белорусского гражданского общества и даже всего общества. За годы политической эмиграции дистанция между основными политическими акторами демократических сил и обществом увеличилась. Ее необходимо сокращать и развивать обратную связь. Не через разовые разговоры, а постоянную связь и ответственность перед своими выборщиками. На первом месте должны быть интересы белорусов и белорусок, а не кого-то другого. Объединение наше справа идет в Координационный совет с уже имеющимся опытом работы в нем. Мы были в меньшинстве, но тем не менее смогли организовать 2 комиссии по образованию и студенческую. Во главе с членами теперешнего списка Александром Паршенковым и Павлом Терешковичем. Обе комиссии работали с обращениями белорусов, помогали в вопросах верификации документов, писали письма поддержки, добились продления виз для студентов Чехии, создали рабочую группу с кабинетом, чтобы решить сложности в рамках программы Калиновского. Всегда были на стороне простых белорусов в сложных вопросах легализации и визовых вопросах. Какая у нас программа? Отсюда и наша программа, и лозунг «Нет железному занавесу между Беларусью и Европейским Союзом». Это не только про материальные ценности, но и главное, про укрепление европейской идентичности и противодействие русскому миру, ползучему захвату Беларуси. Потому что главной угрозой является именно угроза суверенитету и независимости. Основные пункты нашей программы известны: визы, мобильность, помощь, санкции. Как мы думаем ее реализовывать? 3 уровня реализации программы. Первый – общественный. Петиции и обращения через Координационный совет, помощь в работе НГО. На нашем счету БААН и ветеранская организация. Далее. Второе. Переговоры. Опыт работы международной комиссии, в частности мой, свидетельствует о том, что можно использовать эти форматы. Стратегический диалог с США, контактная группа с Европейским Союзом, двусторонний уровень, в частности, например, с Украиной. Обязательно необходимо сделать представительство Координационного совета в Украине и полка Калиновского в Координационном совете. Экспертный уровень, влияние на европейских экспертов, дипломатов, политиков и бюрократов через рекомендации и совместные семинары. Каково наше участие в Координационном совете и как же оно может повлиять на жизнь белорусов внутри страны? Надеюсь, что позитивно. И если удастся реализовать все основные пункты программы, то белорусы не останутся в изоляции, за железным занавесом. Белорусы и белоруски смогут приезжать в Европу, чтобы учиться, работать, посетить родных и привезти с собой в Беларусь современные знания и навыки, которые укрепят их конкурентоспособность и европейскую идентичность. О том, нужен ли Координационный совет, красноречиво говорит реакция Лукашенко. Живи Беларусь! Дякую великий за увагу. В отличие от моей лидерской промовы, наверное, сейчас мое сообщение или мое предложение будет такое очень академическое, не пугайтесь. Но тем не менее, я хотела бы вам просто предложить взглянуть на этот вопрос следующим образом. План освобождения Беларуси мирный или силовой? С моей точки зрения, этот вопрос является упрощением и не помогает в понимании тех возможностей, которые могут возникнуть или есть, и тех ограничений, которые есть. Конечно, освобождать надо, но мы должны понимать базовые условия для освобождения имеется в виду. Первое условие – единство общества и политических субъектов. Второе – ресурсы. Третье – благоприятный внешнеполитический контекст.
И четвертое – воля политических субъектов. Раскрывая каждое из этих условий, первое – как мы можем сохранить, восстановить и отстроить обратную связь с белорусским обществом? Без него мы ничто. Нам нужно понимать, прислушиваться, защищать интересы белорусов и белорусок. Сегодня белорусское общество находится в крайне угнетенном состоянии. Что мы можем им предложить, находясь здесь? Для этого нам нужен координационный совет, который будет ответственен перед белорусами и двигать их интересы. Второе. Ресурсы. Это как раз во власти диаспоры. Нам нужно создавать свои ресурсные базы. Люди, лоббинг, самофинансирование, помощь партнеров. Ресурсы накапливаются годами, но целенаправленно для укрепления белорусского общества. Третье. Неблагоприятный внешнеполитический контекст. Сейчас контекст крайне неблагоприятный, но он изменится. Речь идет о победе Украины над Россией. Наш вклад в его улучшение – это вклад наших храбрых и самоотверженных белорусских добровольцев и волонтеров в Украине. А наша задача – помочь им, поддержать их, адвокатировать за них. Четвертое. Политическая воля субъектов. Воля должна заключаться в том, что в час X надо быть готовым действовать максимально решительно. Вопрос, готовы или нет. А теперь скажите, что здесь является мирным, а что силовым? Когда мы думали о том, кто из нашего списка должен стоять здесь и говорить о мирном или силовом освобождении, мы хотели, чтобы выступала Настя Мохаммед, позывной «Север». Но она выполняет свой долг боевого медика под Харьковом. Кто, как не такие люди, могут ответить на этот вопрос? И переформулирую ее послание, сегодня мы с ней разговаривали еще раз. На первом месте ценность человеческой жизни. Второе – политическая целесообразность. Третье – воля к победе. И последнее – решительное движение к демократии. Вот основные принципы будущего плана освобождения Беларуси. Живи Беларусь! Сябры, калі я чую выступы часам беларускіх дэмакратычных палітыкаў, як у нас все добра, цудоўна, як нас все слухаюць і паважаюць, мне падаецца, што мы жывем в двух розных краінах. Як вярнуць увагу замежнай супольнасці для Беларусі? Адказ просты. Для пачатку трэба вярнуць увагу і падтрымку большасці беларусаў да таго, што мы робім. Для этого трэба зрабіць усяго толькі 3 простых, але неабходных рэчы. Першае – адмовіцца ад палітычных пражэктаў і прызнаць свае памылкі. Што мы сёння чуем на міжнароднай супольнасці? Пашпарты новай Беларусі, міжнародны трыбунал, план А, план Б. Сябры, колькі можна? Вы думаеце, беларусы яшчэ вераць, што гэта рэальна? Давайте пачынаць казаць і рабіць тое, на што мы можам паўплываць і чаго мы рэальна можам дапамагчыся. Таму што сёння беларусы дэ-факта прызнаны нацыянальнай пагрозай літоўскай дзяржавы. Не режим Лукашенко, простые белорусы, которые не могут трапить, которые дискриминуются просто по принципу громадянства. А мы молчим, мы радуемся, як шмат уваги, калі наши лидеры приезжают в замежные командировки. Якія вынікі? Большасць санкций, которые введены, яны дзейнічаюць не супраць режима, супраць простых белорусских громадян, которые сёння стаяць на мяжы з еўразвязам. Пункт нумар 2. Нарэшце даць слова тых, каму мы прадстаўляем, наўпрост прадстаўляць свае інтарэсы. Перадусім я кажу пра байцоў палка Каліноўскага і іншых добраахвотнікаў. Няма ніводнай міжнароднай сустрэчы, на которой бы я не чуў пра тое, які полк Каліноўскага добры, якія беларускія добраахвотнікі. Дык давайте дадзім ім слова самім прадстаўляць. Я заклікаю зрабіць першы крок уже сёння. Прагаласаваць за тыя спісы, у которых ёсць гэтыя беларускія добраахвотнікі. І нарэшце трэці пункт, і он таксама вельмі просты. Сёння нашыя лідары дэмакратычныя, розныя арганізацыі прыязджаюць да міжнароднай супольнасці з пунктам з 20 патрабаванняў, вялікім спісам. План А, план Б, пашпарты і яшчэ шэраг рэчаў. І што міжнародныя партнёры на это кажуць? Сябры, да вы вызначыцеся з прыярытэтамі нарэшце. Тыя прыярытэты, которые сёння прапануе наша справа, яны простыя. Першае, не жалезнай заслоне паміж Беларусю і еўрапейскім звязам. Я сёння прапаную кожнаму з вас зрабіць просты маленькі крок. Тут і цяпер. Падпішыце петыцыю зварот да польскіх уладаў, каб у Польшы не сталася тое ж самае, што ў Літве. Магчымасць вандраваць, працаваць,
вучиться для беларусаў у еўрапейскім звязе без дыскрымінацыі, это тое, чаго мы можам дабіцца і дасягнуць. І два астатніх прыярытэты это падтрымка тых, хто сёння ваюе на перадавой ва ўкраіне, баронячы нашу свабоду і незалежнасць, і падтрымка тых, хто сёння на перадавой унутры канцлагера, унутры Беларусі, таксама бароніць нашу з вами незалежнасць. Мы сёння з'яўляемся памагатымі гэтых людзей. Давайте ім будзем служыць. Мы прайгралі рэжыму пакуль што. У нас няма міністэрства адукацыі, абароны, і ілюзорна казаць пра тое, што мы іх пабудуем, гэтае міністэрства за межамі. Але ў нас ёсць міністэрства замежных спраў. Сёння сапраўды нас слухаюць, дык давайте думаць пра тое, што мы кажам. Давайте пытацца простых беларусаў і лабіяваць іх праблемы. Тое, што мы прапануем, гэта праграма не толькі нашай справы. Мы сёння з адкрытай рукой. Офіс, аб'яднаны пераходны кабінет, уся каардынацыйная рада, мы лічым, што гэтыя тры прыярытэты павінны быць галоўнымі, і тады мы даможемся рэальнай падтрымкі з боку еўрапейскага звяза да ўсіх беларусаў, которые засталіся ў Беларусі, а таксама тых беларусаў, которые знаходзяцца сёння в эміграцыі, в вымушанай эміграцыі. Не жалезнай заслоне паміж Беларусю і еўрапейскім звязам. Жыве Беларусь! Светлана Тихановская мае рацыю, калі кажа, што ключы ад турам знаходзяцца ў Менску. Два патрабаванні павінны ісці разам: вызваленне палітычных зняволеных і прыпынення рэпрэсій. Пакуль працягваюцца рэпрэсіі, кожны дзень з'яўляюцца новыя і новыя вязні. Пакуль працягваюцца рэпрэсіі, уся наша краіна знаходзіцца ў палоне. Пакуль ёсць палітычныя зняволеныя, Лукашенко будзе намагацца зрабіць з гэтых людзей валюту, выменьваць свабоду адзінак на паслабленне для сябе і сваёй улады. Санкцыі, якія уводзіліся краінамі Еўрапейскага звяза, аказаліся недастаткова эфектыўнымі. Яны часта білі і па простым беларусам, а часта аказвалася так, што яны білі толькі па беларусам. Адзінай стратэгіяй вырашэння, якая можа быць, гэта патрабаванне к ЕС прыпыніць транзіт усіх тавараў праз Беларусь. Падобны крок будзе моцным ударам не толькі па Лукашэнкі, але і па Расіі, па Кітаю, які ўвесь час эканамічна і палітычна падтрымліваюць гэты рэжым. Адначасова з гэтым мы павінны памятаць о простых беларусах. Неабходна памятаць аб тым, што межы павінны быць адчынены. Аб тым, што беларусы павінны мець магчымасць выехаць з краіны, навучацца і жыць тут. Еўрапейскія палітыкі, еўрапейскія краіны гатовыя падтрымліваць Беларусь, гатовыя падтрымліваць беларусаў. Мы павінны быць тым голасам, які накіруе новыя санкцыі так, каб яны як мога мацней білі па рэжыму і не білі па нам самім. Прыпыніць транзіт тавараў – гэта той рычаг, які можа дапамагчы нам, які можа вызваліць людзей, які можа вызваліць нашу краіну. Жыве Беларусь! Падарня Роза Турарбекова, да вас пытанне такое. Номер 4, наша справа в списах. Какие есть достижения в текущей работе, кроме создания комиссий? Конец цитаты. Результаты работы комиссий, но если коротко. Это для зрителей. Если развернуто. На самом деле, кстати говоря, действительно необходимо користаться именно белорусской мовой, и большинство у нашей команде користаются белорусской мовой. Пробачьте, что я больше користаюсь русской. Но, возвращаясь к вопросу. На самом деле было создано две комиссии, студенческая и по образованию. И эти две комиссии работали с обращениями белорусских граждан. Паршенков во главе студенческой комиссии, Терешкович во главе комиссии по образованию. В частности, их результаты были следующими. Комиссия по образованию занималась рассмотрением вопросов по программе Калиновского и помогала решать вопросы студентов по программе Калиновского. Насколько я понимаю, эти вопросы решены. Что касается индексации стипендий, что касается выплат, вовремя выплат. Это было сделано, надо подчеркнуть, совместно с кабинетом. Была создана рабочая группа, и Алина Ковшик
так само работала вместе с комиссией по образованию. Я считаю это настоящим хорошим примером того, как можно работать, сотрудничать между политическими акторами. Это один небольшой пример того, что делали. Делали еще и верификации документов, делали еще и настаивали на продлении виз белорусских студентов, виз в Чехии. Вот они опынулись у такой, знаете, не вельми приемной ситуации. И это касаемо работы в комиссиях, я имею в виду. И много чего как раз именно из обращений, вопросы легализации, верификации, решения сложных моментов. Люди обращались, в первую очередь, конечно, студенты и преподаватели, не только, и получали не просто ответ, отписку, но получали слушания и решение этих вопросов. У нас было мало ресурсов, мы не кабинет и не офис, но что могли сделать в рамках комиссии, то делали. Дякую, великий. Спасибо. Это еще не все, это еще не все. Еще есть вам вопрос. Единственное, я попрошу, да, придется ускориться, потому что максимально сжато. Еще один вопрос нашей справе, четвертому. Андрей Лаурухин, ваш человек? Наш. Це питання було до його, але відказувати вам зараз. Так. Чи є план, як побудувати незалежний білоруський університет у вигнанні? Философский почти что вопрос. Как вы знаете, у нас, по крайней мере, был один белорусский университет в изгнании, Европейский гуманитарный университет, но, на жаль, нельзя его назвать в полном смысле белорусским, потому что там, по-моему, меньше 4% курсов читается на белорусской мове. Это не вельми добро. Вось, таму, да, зараз поднимается это питание наконт создания Белорусского национального университета или просто Белорусского университета. Этот вопрос, в основном над этим вопросом занимается комиссия по образованию, ряд НГО и представитель кабинета Алина Ковшик и ее заместитель Барковский. И совместно сейчас они готовят презентацию этого проекта, который, насколько я знаю, эта презентация пройдет здесь, в Варшаве, в июне. Я не имею полномочий анонсировать этот ивент, но я говорю о том, что, в принципе, начало уже дано, и я надеюсь, что наши белорусы подтримают. Вы видите, я, казашка, 27 лет тому назад уехала из Казахстана, приехала в Беларусь. Вокруг меня было выключно рускомовное асяроддзе. И я зараз імкнуся карыстацца беларускай мовай, и я докладно ведаю, что это проблема у первую чаргу супольности нашей. И я тому прошу зараз усіх вас, диаспоры, офис, кабинет, координаційную раду, усіх нас подтримать создание этого университета, потому что, на жаль, іншого у нас университета национального нема, а нам трэба, каб создаваліся, выпускаліся кадры з беларускай мовай на ўсіх, па ўсім накірункам, я маю на ўвазе ўсе спецыяльнасці. Дякую вялікі. Дякую вялікі, спадарыня Роза. Турарбекова, четвертая у списах наша справа.